6 лет назад Бахтыбек заболел менингитом. Тогда в результате врачебной ошибки он перестал ходить. На сегодняшний день фактически он проживает в столице. Однако, чтобы ежегодно подтверждать свою инвалидность, ему приходится ездить на малую родину, в Таласскую область. Так как у него нет возможности часто ездить в другой регион страны, он не получает никакие социальные выплаты. Я прописан в Таласе, хотя живу в Бишкеке. Так как нет документов на дом, не получаю никаких социальных выплат. Хотел бы получать помощь здесь. Обращался в Талас, но для этого я должен жить там. Чтобы подтвердить инвалидность людям с ограниченными возможностями здоровья, нужно было пройти необоснованные процедуры ежегодного освидетельствования. Граждане СОВЗ каждые 12 месяцев должны были сдавать многочисленные и недешевые анализы, проходить обследование, собрать необходимые документы, чтобы доказать свою патологию. Действительно, проблемы инвалидов у нас в обществе очень вопиющиеся, потому что внутренняя миграция, которая не позволяет действительным инвалидам решать свои проблемы. Проживая фактически здесь, но документально они находятся в регионе, это очень сложности, потому что прохождение медосмотра для них трудностей, они не приписаны, никакая поликлиника их без приписки не берут, и вот в этом у них первый барьер. Второе. У них есть такие болезни, генетические болезни, есть такие болезни, которые, удаление органов или части тела, которые восстановлению не подлежит. Начиная с этого года лицам с ограниченными возможностями здоровья облегчена процедура освидетельствования группы инвалидности. В частности, дополнен перечень заболеваний, дающих право направления на экспертизу без стационарного обследования. Данные изменения коснутся интересов около 20 тысяч человек с такими заболеваниями, как аутизм, глухота, умственная отсталость различных степеней, дети с синдромом Дауна. При первой возможности мы все-таки для инвалидов с детства первой группы, вот по 35 нозологиям, то есть у нас есть предложения, у нас есть расчеты, если, как я уже сказал, при первой возможности мы это ведем. К сожалению, все упирается пока в деньги. Также до 2500 человек с необратимыми патологиями, в том числе с ампутированными конечностями, без регулярного подтверждения инвалидности, будут освидетельствованы бессрочно. Перечень необратимых анатомических дефектов расширен с 35 до 60 заболеваний. По 24 видам заболеваний продлены сроки повторного освидетельствования с 2 до 5 лет. Впервые лицам с 3-й степенью тугоухости, прошедшим освидетельствование после достижения совершеннолетия, будет присвоен статус инвалид с детства, за которыми сохранится право получать пособия по инвалидности в 2 раза больше. Это, на мой взгляд, существенно снижает коррупционные риски тоже. Потому что они есть, это не надо скрывать. Еще один плюс в этом положении то, что для того, чтобы установить инвалидность либо продлить инвалидность, нашим родителям нужно было ехать по месту жительства. В основном родители тянутся в город, потому что в столице больше услуг для таких детей, образовательных услуг, лечебных услуг, реабилитационных услуг. И, соответственно, им приходилось снова ехать на свое место и проходить эту комиссию в течение месяца или 2 месяцев. А теперь они могут по месту своего проживания брать справку от домкома или квартальной и проходить на территориальный МСЭК переосвидетельствование. Принятые нововведения существенно снизят коррупционные проявления в работе системы медико-социальной экспертизы, а также значительно повысит защищенность социально уязвимых слоев населения и способствует восстановлению справедливости, отмечают специалисты. Стоит отметить, в республике проживает свыше 193 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них свыше 32 тысяч являются дети до 18 лет. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.